Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. И вот о чем мы расскажем вам в этом выпуске. Проблема с мусором в Казани. Первые дни после праздников так происходит регулярно. На моей памяти это 4-й год уже. Почему после новогодних праздников его не вывозят, разбирался Иван Сарафанов. В квартире так же холодно, как на улице. В зале в спальне 15 градусов, плюс 15. Казанцы жалуются на холод в квартире. Подробнее об этом расскажет Вероника Гайнудинова. Золотые квадраты. Примерно стоимость квартир поднялась на 70%. Как в Казани за год выросла цена на жилье, от чего это зависит и будут ли квартиры дорожать дальше, выяснял Рамиль Шайдуллин. Снова за закрытыми дверями, снова без камер и фотосъемки. Большинство не хотят вновь переживать события, произошедшие 11 мая 2021 года. Тяжело это все вспоминать, травмировать опять-таки детей не хотят. В Верховном суде продолжили слушать дело казанского стрелка Ильназа Галявеева. Подробнее Алия Хайрудинова. Морозы в республике начинают отступать. Уже сегодня вечером синоптики прогнозируют минус 21 градус. А завтра нас ждет сильный порывистый юго-западный ветер до 15 метров в секунду, который принесет потепление. Морозы постепенно начнут ослабевать. Этой ночью ждем до минус 24, завтра днем до минус 15. В пятницу и субботу еще теплее. Такие резкие перепады атмосферного давления отразятся на метеозависимых татарстанцах. Скачок за сутки составит 15 миллиметров ртутного столба. У жителей могут возникнуть головные боли и другие недомогания. В случаях, когда за сутки атмосферное давление меняется более чем на 6 миллиметров ртутного столба, метеозависимые люди ощущают на себе негативные проявления таких перепадов. Буквально вчера, находясь в центре антициклона, у нас отмечалось атмосферное давление на уровне станции в 777,6 миллиметра ртутного столба, что достаточно высокое значение, и в январе последний раз такое высокое атмосферное давление наблюдалось в 2008 году. Праздничный мусор так и лежит в контейнерах. Некоторые дворы Казани превращаются в свалки. Несмотря на критику мусорного регоператора, накануне в мэрии ситуация не меняется. В некоторых дворах коммунальные отходы не вывозят уже 2 недели, утверждают жильцы. В открытую Казань поступило более 200 жалоб. Это в 8 раз больше, чем в прошлом году. Региональный оператор заявляет, убрать мусор мешает неубранный снег и неправильно припаркованные автомобили. Но управляющие компании и жильцы так не считают. В ситуации разбирался Иван Сарафанов. Вот 12 контейнеров, должно быть 6. Ладно, еще у нас были 6 контейнеров еще старых. Поставили, они тоже полные. Вот еще на земле лежит мусор. Во дворе на улице Чуйкова, 62 мусор не вывозят больше 4 дней, говорят жильцы. Они сами уже вытащили контейнеры с площадки, чтобы помочь мусорному оператору их вывести. Но отходы только прибавляются. По графику у нас вывозят каждый день, потому что 508 квартир, 6 контейнеров. Вот поставили 12 контейнеров, они все полные. Вот получается уже 4-й день не вывозят мусор. В Новый год вывезли, а сейчас полный бардак. Также в ТСН у нас есть семиозерская усадьба, создана в Скагорском районе. Мусор не вывозят уже на протяжении даже срока больше, чем здесь. И такая ситуация во многих дворах Казани. Это двор на улице Амирхана. Как мы видим, контейнеры переполнены, и жильцы складывают пакеты с мусором прямо около дороги. По их словам, отходы здесь не вывозят уже 2 недели. Несмотря на то, что подъезд к площадке свободный, не мешает ни снег, ни автомобили. Первые дни после праздников так происходит регулярно. На моей памяти это 4-й год уже. Ага. Когда вот последний раз вывозили, если, примерно хотя бы? Я думаю, где-то, наверное, может быть, 26-27 декабря. Действительно ли бытовые отходы не вывозили с прошлого года? И почему образовалась такая гора мусора? Мы обратились в управляющую компанию. 5-го они приехали, потом приехали 6-го. Подряд 2 дня вывозили весь этот мусор. 7-го, по-моему, уже не приехали. 7-й, 8-й, 9-й, 10-е. Вот 3 дня я звоню, но колл-центр просто трубку не берет. Мы попробовали сами позвонить в колл-центр, но получили тот же результат. Ваш звонок очень важен для нас. Оператор ответит на ваш звонок в течение примерно 1 минуту. Тогда мы связались с УК по ЖКХ напрямую, но получить четкого ответа на вопрос, почему мусор не вывозится вовремя, так и не смогли.
На сегодняшний день в эксплуатации у организации «Чистый город» находится 128 единиц мусоровывозящей техники. На плановом ремонте и техническом обслуживании ежедневно находится 10% мусоровозов. Одна из популярных причин поломки транспортных средств – попадание в технику строительных и других видов отходов, не относящихся к ТКО. На внеплановый ремонт в течение дня может поступить 5-7 машин, большая часть из которых оперативно ремонтируются и выпускаются на линию в тот же день. На портал «Народный контроль» только за последние сутки поступило больше десятка обращений. Социальные сети пестрят фотографиями с мусорных площадок дворов. Больше всего жалоб из Новосавиновского, Авиастроительного и Советского районов Казани. Накануне на совещании в мэрии Ильсур Медшин раскритиковал работу рекоператора УК ПЖКХ за несвоевременный вывоз мусора и потребовал, если надо, изменить регламент уборки. 200 обращений в 1 300 000 городе, наверное, это немного, но это в 8 раз больше обращений, чем было в прошлом году. И для нас это уже за красной линией. Федеральный законодатель уже несколько лет как передал эти полномочия региональным операторам. У нас просто нет никаких механизмов. Мы не можем тратить деньги на это. Ни на сбор, ни на вывоз, ни на что. А по-прежнему люди идут к нам. Рекоператор обещает, в течение нескольких дней логистика вывоза ТБО вернется в прежний режим, и мусор будет вывозиться полностью и своевременно. Иван Сарафанов, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. На улице минус 30, а дома всего плюс 15. Казанцы в соцсетях жалуются на холод в квартирах. У одних еле теплые батареи, у других при горячих батареях в квартире, как на улице. Некоторые вынуждены ночевать у друзей и родственников. Такая ситуация в ряде домов Приволжского, Советского, Кировского районов. Что делать, если в квартире холодно и в чем причина, разбиралась Вероника Гайнудинова. Вот так вот у нас в зале и в спальне 15 градусов, плюс 15. В жилом комплексе «Легенда» для нас устроили курс моржевания. Смеется Ринат Галиахметов, хотя здесь совсем не до шуток, говорит он. В его квартире по Альметьевской магистрали в эти морозные дни не больше 15 градусов. Дома находиться невозможно вместе с женой и 2-летним ребенком. Ему приходится ночевать у родственников. Заплатили 10 450 рублей за квартплату, 3800 рублей за отопление, 1700 рублей за электричество. И мы все еще мерзнем. Пользуемся такими батареями, электрическими, и мы замерзаем. Позавчера я поставил градусник, у нас чуть небольшая авария была, вот с утра проснулся, было 13 градусов. Живут в этой квартире с 2020-го. И так каждую зиму, говорит Ринат. В этом году из-за морозов холод ощущается сильнее. Пока дом был на гарантии, жильцы не раз обращались к застройщику, чтобы выяснить причину холодных квартир. Однако теплее от этого так и не стало. Ринат Галиахметов уже готов идти в суд. Сегодня мы вместе с ним снова обратились к застройщику. Единственный способ, который там может быть эту проблему решить, то есть вы пишете письмо в управляющую компанию. То есть на сегодняшний день жилые дома на балансе управляющей компании. То есть письменная заявка с описанием проблемы, что происходит, и как бы управляющая компания впоследствии нам перенаправляет эту заявку застройщику, и мы как бы в индивидуальном порядке каждую заявку рассматриваем и решаем проблему. На вопрос, в чем может быть причина такого холода в квартире при горячих батареях, в строительной компании ответили, рассматривать случай нужно индивидуально. Сложно сказать, надо смотреть. То есть сейчас вот объяснить, там, посмотреть, из-за чего это не скажу. Это надо индивидуально сходить, смотреть, разбираться. Индивидуально придется разбираться со многими квартирами. Валерий Казак живет в соседнем доме на 5-м этаже. И у него также холодно. Закрывают вентиляцию, заклеивают окна, чтобы не дуло. А это видео сняли на днях с внутренней стороны окно во льду. Детей укладываешь, свист идет. Потом все вот эти штапики, смотрите, вот мы промазали герметиком, силиконом, дополнительно сюда вот уплотнение наставили. Все заклеим, ну потому что все невыносимо, как бы сказать, продувается. Эти кадры сняли уже соседи. Через закрытое окно дует ветер. Посмотрите батарею сверху, ну вот потрогайте, да? Она слегка теплая. А если вниз опуститься, она вообще прохладная. Наталья Шабанова живет на 7-м этаже высотки на Боруде. За 5 лет холод в квартире каждую зиму, жалуется она. Дома температура 15 градусов, ходить приходится в свитере и ватных штанах. В прошлом году была такая же ситуация.
приходили, смотрели, проверяли, сказали, что внизу, где идет отопление, включено на максимум. Батареи у меня тоже все включены на максимум, но почему-то тепла нет. На холод в квартире жалуются также жители домов по улицам Новаторов, Левобулачная, проспекту Ямашева. В одной из управляющих компаний проблему объясняют так. Проблемы может быть три, и решаются они таким образом. Первая проблема – это проблема отопительных приборов внутри помещения, то есть внутри жилой квартиры. Могут быть проблемы с остеклением. То есть, сами понимаете, если отопительные приборы работают хорошо, а окна, допустим, сделаны плохо, или окна продувают на зиму. И третий момент – это конструктив дома. То есть, проблемы с отоплением внутри определенной квартиры могут быть связаны с конструктивом дома. То есть, это может быть граница с пожарным переходом дополнительным. И есть конструктив дома, когда помещение всеми своими стенами и полами граничит просто с улицей. Судя по жалобам, большинство замерзающих квартир в новостройках – это повод посмотреть на проблему и надзорным органам. Жильцам же пока советуют обращаться в управляющую компанию и в Госжилинспекцию. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Казань заняла второе место по росту цен на новостройки среди крупных городов России. За год цена квадратного метра выросла больше, чем на треть, до 180 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики сервиса аренды и продажи недвижимости. Причин тому эксперты видят несколько. Это и господдержка, и доступная ипотека, и рост стоимости стройматериалов, и привлекательность города. А кто-то считает рост этот искусственный. В чем причина, время ли сейчас покупать жилье и понизятся ли цены, выяснял Рамиль Шайдулин. Данная планировка 50 квадратных метров, она пользуется популярностью у молодых семей с детьми. Стандартная двушка в Советском районе. Еще год назад за такой буквально охотились семьи, планирующие расширяться. Вот и на эту квартиру покупатели нашлись сразу. Позволяла низкая ипотечная ставка под 0,1% и программы субсидирования. Комплекс начали строить чуть больше года назад. Уже в этом году его планируют ввести в строй. Это новостройка повышенной комфортности с высокими потолками по доступным по нынешним временам ценам. Стоимость двухкомнатной квартиры здесь начинается от 7,5 миллионов рублей, студии от 5 миллионов. Однако еще в том году цена на студию в этом доме начиналась от 4 миллионов, а двушки от 6. В среднем все стоило на 2 миллиона рублей меньше, говорят в салоне продаж. За прошлый год примерно стоимость квартир поднялась на 70% с предыдущим годом. Несмотря на это, мы за прошлый год реализовали более 50% квартир. 180 тысяч за квадратный метр – это реальная стоимость квартиры. Небывалый разгон цен подтверждают и в агентствах недвижимости. Одна из причин – рекордно низкая ипотека. Благодаря господдержке или, к примеру, семейной ипотеке ожидаемо вырос спрос на новостройки. Но только в январе и феврале. Дальше в силу могли вступить уже нерыночные правила, считают риэлторы. Дальнейший рост цен, который мы якобы видели на известных площадках, да, он был таким искусственным ростом цен. Это касалось и вторички, когда продавцы еще, оборачиваясь назад, думали, что да, пора повышать, мой сосед продал дороже. А это касалось также и новостроек. В новостройках за счет около нулевых ставок также продолжались повышаться цены, но этот рост был уже искусственным. Однако такие ставки все же сыграли свою роль. Жилье пусть и подорожало, но кредит стал доступнее. Банки и застройщики разрабатывают различные продукты, которые, в виде субсидированных ставок. Они дают возможность сейчас в моменте приобрести недвижимость. Да, на недвижимость становится дороже, то есть идет автоматически удорожание стоимости объекта, но при этом платежи сейчас в моменте, который ты начинаешь оплачивать, они намного доступнее и переплата минимальна. Допустим, ставка 0,01%. Переплата будет 150 тысяч за 20 лет. Рост цен в размере 30, а может быть где-то в некоторых сегментах недвижимости и до 40% рост доходил. Все верно. Как считают в банках, на подорожание жилья повлияли спрос и предложение. Активное строительство, внутренняя миграция сделали свое дело. Рост рынка недвижимости в столице республики даже превысил московские показатели. А вот льготная ипотека именно на стоимость повлиять не могла. И новые повышенные ипотечные ставки, которые на днях начали устанавливать некоторые российские банки, на стоимость квадратного метра тоже не повлияют. От того, какие процентные ставки ставит для себя банк, не зависит конечная стоимость объекта недвижимости. Застройщики не ориентируются на банки, выставляя стоимость квадратного метра за свое строящееся жилье. У них есть другие показатели. Они, безусловно, связаны с внешней экономикой, с внутренней экономикой, со стоимостью материалов и так далее. По прогнозам агентств недвижимости, в ближайшее время не стоит ждать существенного подорожания, но и дешеветь жилье в Казани тоже не будет. На протяжении последних 10 лет цена только растет. Рамиль Шайдулин, Алмаз Единов, ТНВ,
Казань. Сегодня в Верховном суде прошло первое в новом году слушание по делу о трагедии в Казанской 175-й гимназии. Сторона обвинения огласила показания учеников 7 А, 8 Б, 9 Б и В классов. Все они 11 мая 2021 были на уроках. На сам процесс потерпевшие не явились. Суд таким образом решил защитить детей от тяжелых воспоминаний. Из зала суда Алия Хайрудинова. Первый раз в этом году в Верховном суде слушается дело казанского стрелка Ильназа Галявиева. В общем, уже прошло 22 слушания. Несмотря на то, что год новый, правила остались старыми, фото и видеосъемка запрещены. В зале заседания лишь государственные обвинители, адвокат, сам подсудимый и представители СМИ. Сами потерпевшие на слушание дела не пришли. Были приглашены 19 человек. Это ученики 7 А, 8 Б, 9 Б и В классов. Их законные представители заранее оповестили суд заявлением о том, что они не против оглашения показаний без их присутствия. Сегодня сторона обвинения, защиты и сам подсудимый возражений не имели. Так, 11 мая 2021 года ученики 7 А класса во время второго урока были в 311 кабинете. По их показаниям, после оповещения через громкоговоритель учитель успел закрыть дверь. Ученики услышали порядка 10 выстрелов в соседнем 310 кабинете, где и погибли ученики 8 А. Сумели вовремя закрыть дверь и защитить себя школьники 8 Б и 9 В классов. Ученики 9 Б могли лицом к лицу встретиться с Ильназом Галявиевым. Во время урока их учитель русского языка вышла из класса после телефонного звонка. Через 10 минут, когда послышались хлопки, дети решили также выйти на лестничную клетку. Тогда их в свой кабинет завела учитель английского языка Алия Ильдаровна. Все эти показания сегодня озвучивали представители гособвинения. Не являются потерпевшие, большинство потерпевших, поскольку несовершеннолетние дети и законные представители обращаются с заявлениями с просьбой огласить их показания. Законом предусмотрено оглашение показаний потерпевших в случае согласия сторон, поскольку большинство не хотят вновь переживать события, произошедшие 11 мая 2021 года. Тяжело это все вспоминать, травмировать опять-таки детей не хотят. Сегодня продолжилось рассмотрение уголовного дела. Также оглашались показания потерпевших согласно установленному порядку судебного заседания. Напомним, 11 мая 2021 года в 175-й Казанской гимназии погибли 9 человек, из них 7 дети. Ильназа Галявиева обвиняют сразу по нескольким статьям. Это убийство и покушение на убийство 2 и более лиц, в том числе малолетних, изготовление и хранение взрывчатых веществ, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. В деле 310 томов, больше 600 потерпевших. Стрелку грозит пожизненное лишение свободы. Первое заседание должно было пройти 9 ноября прошлого года, но из-за ложной пожарной тревоги его перенесли на 15 ноября. С этого момента в зале суда опрошены представители администрации школы, сами ученики, руководители организаций, ответственных за техническое оснащение школы. Следующее слушание назначено на завтра. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. По Нижнекамску рост тарифа на услуги ЖКХ составил 10,4%. Цифра была установлена Госкомитетом Республики по тарифам. При этом в Нижнекамске изношенность инженерных сетей составляет 70%. Индексация цен на услуги ЖКХ связана с текущими ремонтными работами, подорожанием стоимости материалов и платы за энергопотребление, пояснил руководитель исполкома Нижнекамска. Если горожане не согласны с начислением, обратиться за разъяснением можно в свою управляющую компанию или государственную жилищную инспекцию. В городе Нижнекамске система коммунальная, она в части линейных объектов, то есть тепловых сетей, сетей водоснабжения, она на сегодняшний день является существенно изношенной. Для того, чтобы обновить эту систему, нужны серьезные вложения. Я думаю, что, скорее всего, на замену, да, то есть это платим, получается, капитальный ремонт, и вот уходит на это все. У нас трехкомнатная, у нас, наверное, там вообще будет 6 с лишним. Ну а что делать? Время какое. Мы немножечко понимаем, почему повышают цены. Казанский авиазавод не сдал ни одного самолета в прошлом году. Почему до сих пор не подписано соглашение на строительство и поставку Ту-214? И кто затягивает вопрос создания лизинговой компании? Большой материал читайте в интернет-газете «Реальное время».
Рустам Минниханов поздравил полковника Сергея Хайрудинова с присвоением татарстанцу звания Героя России. В своей телеграмме президент отметил: рад, что ваш самоотверженный ратный труд по защите безопасности родной страны и обеспечению общественного спокойствия, исключительное мужество, храбрость и безупречная верность воинскому призванию, проявленные вами при исполнении профессионального долга, отмечены руководством страны. Как продолжил Рустам Минниханов, он уверен, это важное событие вдохновит Сергея Хайрудинова на дальнейшую плодотворную службу и эффективное решение всех стоящих задач стратегической государственной значимости. Новым министром по делам молодежи Татарстана официально назначен Ринат Садыков. Указ подписал Рустам Минниханов. Сегодня нового министра коллективу ведомства представил премьер Алексей Песошин. Он выразил уверенность, Ринат Садыков достойно продолжит работу в решении задач, поставленных перед министерством. До этого Ринат Садыков был первым заместителем министра по делам молодежи республики. Указом президента Республики Татарстан от 11 января 2023 года на должность министра по делам молодежи назначен Садыков Ринат Наилевич. Будем делать все для того, чтобы оправдать это доверие. Ну и, безусловно, все те приоритеты, которые вы обозначили и которые будут обозначены вами, безусловно, они будут все выполняться. С удовольствием, с радостью, большой честью продолжим работу во благо Республики Татарстан. Я уже в новом качестве, но, безусловно, в той же команде. Рекордная заболеваемость ОРВИ и гриппом, которую наблюдали в конце года, в январе пошла на спад. Но расслабляться рано. Впереди новые всплески, говорят в Роспотребнадзоре. С чем связывают снижение заболеваемости, какой вирус сейчас доминирует и как на эпидситуацию повлияли каникулы и аномальные морозы, у специалистов спросила Лина Зинатуллина. Анна Владиславовна, здравствуйте. Здравствуйте. В конце года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом рос буквально с каждой неделей. А новогодние каникулы – это время, когда мы ходим друг к другу в гости, посещаем массовые мероприятия. В то же время многие перестали заражаться в рабочих коллективах. Как же повлияла все-таки вот эта праздничная неделя на статистику и с какой картиной по заболеваемости Татарстан вошел в рабочие будни? За первую неделю заболеваемость гриппом ОРВИ составила 12 672 случая, что составляет 34,2 на 10 тысяч населения. Заболеваемость ниже предыдущей недели на 20,9%. Возможно, снижение заболеваемости связано с тем, что люди не обращались в поликлинику. А что сейчас доминирует, грипп или ОРВИ? И как ведет себя ковид? На сегодняшний день доминирует грипп. Среди всех заболевших 93,3% за праздничную неделю составляет грипп, а 6,7% составляет ОРВИ. Среди вирусов гриппа преобладает свиной грипп, что составляет 45%. По ковиду ситуация не меняется, она стабильна. А повлияли ли сильные морозы на заболеваемость? Влияние сильных морозов скажется только на следующей неделе заболеваемости. То есть поднимется она? Скорее всего, поднимется. А не поздно ли сейчас прививаться от гриппа? На сегодняшний день у нас уже вакцинация по гриппу завершена. Все планы мы выполнили. У нас привито 49,8% от населения Республики Татарстан. Это и взрослые, и дети, наверное? И взрослые, и дети. А как, по вашим прогнозам, будет развиваться дальше эпидситуация? Ждать ли новых всплесков? Когда? Новых всплесков следует ожидать в конце января, в начале февраля, согласно предыдущим эпидсезонам. Не забывайте о мерах неспецифической профилактики. Берегите себя и будьте здоровы. Спасибо, вы тоже будьте здоровы. Всего доброго. До свидания. Если в аномальные морозы люди одеваются как можно теплее и укрываются от холода в теплых помещениях, то не у всех животных есть теплый кров и густая шерсть. В передвижном цирке, который гастролирует сейчас в Нижнекамске, около 50 животных из разных климатических зон. Среди них и экзотические. Как живется им в суровой русской зиме, сейчас покажем. Экзотическая обезьянка с русским именем Василиса с удовольствием пьет йогурт и смотрит мультики. Животное любит жару, поэтому в вольере температура должна быть не менее 20 градусов тепла. За этим пристально наблюдают работники цирка. Обогреватели у нас тут 3 стоят, еще там один большой, Василисы. Когда у нас холодно, мы включаем установки. Так обогреватели каждые полчаса мы проверяем температуру. Эти хищники боятся перепадов температуры, поэтому двери в вагоны при морозах закрыты. Кошачье семейство часто проведывает директор цирка Евгений Ким. Помнит их еще совсем малышами.
Хотят они с маленького возраста, с нами сначала живут там до полугода примерно, а потом уже начинаем приручать к манежу. В цирке обитают около 50 животных. По словам работников, чтобы все они были в тепле, в каждом вагоне установлена автоматическая система отопления. В цирке у нас минимально 18 градусов тепла во время представления. Минимально ставим 20-25, но минимально 18. Существует тоже там, сколько у нас, 4 больших пушки. И штук, наверное, 6-7 маленьких, еще такие в разные углы, где не прогревается, туда ставим. Многие неравнодушные граждане и такие условия содержания животных считают неудовлетворительными и переживают за братьев меньших, как бы не замерзли. Работники цирка уверяют, причин для беспокойства нет. Светлана Звонарева, Денис Макаров, Булат Абдульманов, ТНВ, Нижнекамск. Из-за сильных морозов гориллам и шимпанзе Казанского зоопарка раздали пледы. На этих кадрах видно, как они с интересом изучают новые предметы. Обезьянам зоопарка сейчас также отменили прогулки по саванне и ограничили доступ к уличным вольерам. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. До встречи! Автомобили с пробегом в новом автосалоне «Леон Авто». Отечественные и зарубежные бренды в одном месте. Полная проверка и диагностика каждого автомобиля. Выбери свой автомобиль в «Леон Авто». Телефон в Казани 214 14 14. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты «Мир» Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. В студии Диана Асгар. Можно смело утверждать, что морозы отступили, и в республике наконец-то установится вполне комфортная для самочувствия погода. Подробности совсем скоро. Данил Мастер поздравляет всех жителей республики с наступившим Новым годом и дарит скидку 20% на заказ любой корпусной мебели. Акция действительно до конца января. Подробности по телефону 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в четверг в Бугульме, Бавлах, Азнакаево небо затянет облаками, но вероятность осадков небольшая. Ночью около 19 мороза, а днем не ниже 11 градусов со знаком минус. В набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге без осадков. Ночью 18 мороза, при прояснениях до 20, в дневное время около 10 градусов ниже 0. Облачно с прояснениями в Агрызе, Менделеевске, Актаныше, ночью минус 19, днем около 10 градусов ниже 0. В Арске, Кукмаре, Балтаси облачная погода, но без осадков. Ночью ожидается около 19 мороза, днем 10 градусов ниже 0. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске такая же картина. Облачно, без осадков. Ночью ожидается до минус 19, а днем около 10 градусов ниже 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше переменная облачность и без осадков. Ночью до 20 мороза. Температура воздуха днем составит 11 градусов со знаком минус. В пятницу на пару градусов станет морознее. Вероятность осадков по-прежнему небольшая. Квартиры в жилом комплексе «Город-парк» Новые Горки в сданных и строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой рядом с Горкинско-Аметьевским парком и метро Горки. Подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк» Новые Горки. 2 677 677. В Казани переменная облачность, без осадков. В ночное время ожидается около 18 мороза. При прояснениях до минус 20. Днем около 10 мороза. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление повышенное – 772 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Магнитное поле Земли в норме. На дорогах местами гололедица, будьте осторожны. Таковы новости о погоде к данному часу. Тепла вам и вашим близким. До скорых встреч!